Всем привет, вы на канале Вася Пешеход, и мы приехали снова снимать для вас футбик. Сегодня будет интересный футбол, то что сборная Беларусь будет принимать Литву. Ответный поединок в своей группе против литовцев. Надеемся, что белорусы сегодня займут лидирующую позицию в матче в этом. Заберут свои же заслуженные 3 очка. Букмекеры, конечно же, ставят на белорусов, что им и спасибо, потому что мы любим Беларусь, любим белорусский футбол, и именно за него мы будем ездить везде всегда. Надеемся, что весь футбик будет очень интересным, острым, без тормозов, конечно, желательно без травм, и в дальнейшем, конечно же, только победа белорусов, потому что белорусы невероятные, и мы это убедились. Так что, ребят, всем успехов, хорошей игры нашей команде, без травм, а нам красивого просмотра на канале Вася Пешеход. Погнали! Скажите просто, какие ожидания у вас перед матчем, и кто забьет первый гол, на какой минуте, и с каким счетом, конечно же, выиграет наша сборная. Скажем, матч будет сложный, но однозначно верим в команду. Сборная Беларуси выиграет. Кто забьет? Наверное, Лисакович забьет. Все-таки уже как в старте уже будет, да? И не важно, что в старте или нет, но Лисакович забьет. Скорее всего, его выпустят уже на вторую половину матча для того, чтобы делать результат. Вот мое мнение такое. И я скажу, что, наверное, все-таки тренер больше, Михаил Маркин, наверное, сделал установку больше на второй тайм. Эта игра будет тяжелая, обоим командам нужен будет результат, поэтому я думаю, что развязка будет в конце матча, во втором тайме. У литовцев, конечно же, будут отсутствовать 3 основных игрока, старта вообще основные, да, игроки. Вот, и с каким счетом тогда Беларусь победит? 2-1. 2-1. 2-1. Ребят, первый человек, первые эмоции, 2-1. Надеюсь, Беларусь выиграет, и мы сможем порадоваться за ребят вместе с вами после 90 минут этого матча. Как вообще ожидания перед игрой? Как надежда, конечно, на лучшее, что победили. С каким счетом играем? 2-0. 2-0. Просто какие эмоции перед игрой? Какой будет финальный счет? Кто забьет? Я думаю, что наши выиграют. Наверное, голевой пас даст Севич. А счет на табло будет? Счет, допустим, 2-1. 2-1 в пользу? Наш. Отлично, болеем вместе. Спасибо. Все же в пользу белорусов. Многие надеются и верят в команду. Так что верим, что будет все четко. Расскажи просто свои эмоции перед игрой и какая команда победит и с каким счетом. Я думаю, победит. Я думаю, будет ничья. Ничья будет, да? А с каким счетом? Какой счет будет? 2-2. 2-2. Но все же хотелось бы, чтобы какая команда выиграла? Беларусь. Будем болеть за Беларусь? Болеем вместе. Товарищ Базанов исполняет гимн Республики Беларусь. Ну что, ребят, так первый гол забит. Евгений Яблонский забивает за сборную Беларуси уже на 5-й минуте. Открывается счет в первом тайме. И, конечно же, мы поздравляем сборную Беларусь с началом, с красивым началом этого матча, который вот-вот начался, и уже открыт счет. Привет, ребят. Как вам первый тайм вообще? Да еще только 5 минут прошло. Вот именно, уже, смотрите, начинается да. А как? Ожидания были как? Будет первый гол сразу или нет? Да, мы уверены, что сегодня будет наша победа однозначно. Вильнюс наш. Вильнюс наш? Это наш город, да. Болеем за Беларусь? Ну, а за кого еще болеем? Какой счет будет после финального? 3-1. 3-1? Да. Кто забьет еще у белорусов? От белорусов забьет еще 1 гол Яблонский. И не забьет во втором
тайме пенальти назначенный будет где-то около минуты 70. Ну и я думаю, что закончится все, наверное, даже 2-1. Я остановлюсь на этом. 2-1 даже, да? Ну. А как вообще замена и вызвали Лисаковича в сборную также? Рисковой сборной, но он придал небольшой уверенности на флангах, хотя он как бы игрок такого более большого плана. Вот. Несмотря на это, вот, на данный момент Снова Лисакович. Передача. Головой. очередной раз Лисакович показал себя, что он игрок атакующего плана. Поэтому этот игрок нужен сборной. И если мы выйдем в Лигу С, то без него, я думаю, что будет очень тяжело. А и еще хотелось бы на самом деле, чтобы вернулись игроки из той системы, которые ушли по политическим критериям. На самом деле есть очень классные нападающие в ЦСКА. Сыграй с Казахстаном ничью, пожалуйста! Как говорится, забили, пришел на фарс, забили гол, ну не суть. Да, давай быстрее. Если немножко брать и не футбол, да, там говоришь про лидирующих футболистов, которых не хватает, да. Ну и также не хватает интересных видеоблогеров в нашей стране, которых, к сожалению, сегодня задержали. Чеснока. Да, я согласен. Я считаю, что вообще, в принципе, политические вещи с спортивными не должны рядом быть. Я немножко даже как бы понимаю всех спортсменов. Сам раньше был спортсменом, играл в футбол. Я понимаю, что как бы политические вещи, вот как многие великие спортсмены отказываются от Олимпиады, не хотят играть, кто-то играть за сборную, кто-то выходить на даже спарринги для того, чтобы отбираться на Олимпийские игры. Их можно понять. Но это их решение. Это их желание. Я считаю, что на самом деле на данный момент каждый должен решать сам за себя. По-другому никак. В любом случае, У каждого есть свое политическое мнение, политическая позиция, спортивная позиция. И тут ничего не сделаешь. В любом случае, мы сегодня на футболе болеем за Беларусь и верим в победу. Естественно, мы собираемся в Лигу С, с Лиги С в Лигу Б, и это даже не обсуждается. Ах ты, ё-моё! Давай! Гол! Нужен гол! Нормально. Какой футбол? Какой футбол? Сейчас должно быть. Должно быть Хорошо. 0. Наши выигрывают, это уже хорошо. Сухарь будет сегодня у белорусов? Что будет? Сухарь. Будет, конечно, да. 0-0, я не уверен. Но Сухарь Я будет не только, уверен. только Но потому, но что, верю в то, что наши только все-таки потому, что Сухарь это не делают. Германия, и не Франция, и не Украина против нас стоит. Только поэтому. А не потому, что мы так хорошо играем в ворота. Говорим про футбол вообще. Первый тайм, как вам? Ну классно вообще. Ни о чем. Честно говоря, Литва должна была бы выигрывать. Должна Я не была согласен. бы по игре. Не согласен. По игре. Должна была выигрывать. С Михаилом не Два согласен. рикошета залетело. Саш, ну Так, как? прости меня, мы, скажем так, положение дел таково, что просто как играют команды, вот как стараются, то есть, в принципе, так и получается. Здесь вот Литва, она, никаких серьезных Аргументов не создала, да? опасностей, а Ромашка вообще никак не создала. О!
Нет? Нет? Нифига. Жалко. Нет, сейчас я говорю, да, действительно. Но смысл такой, что первый тайм мне очень понравился. Ребята наши старались и ничего заставили литовцев ничего не создать около наших ворот. Вот так. Я бы сказал. Саша, здравствуйте. Нет, Первые нет. 15 минут литовцы могли Не, навалять. они давили, но они Ого. давили. Нет, Ну. конкретно опасных моментов у наших ворот не было. То есть они давили, да, они давили, ну и что? Какие ладно. конкретные Ну, результат. опасные Есть моменты? результат, Дональд, Есть результат, конечно. Лидер, Результат такой. Так, ребят, поздравляю всех с победой. Сборная Беларуси держала уверенную победу со счетом 2-0. Болельщиков, конечно, уже было не столько много, но все же спасибо всем за поддержку. Уверен, что сборная Беларусь в дальнейшем тоже будет ждать великая победа. И все у нас получится, все будет хорошо. Отдельное спасибо Роману Юзефчику за поддержку брестских болельщиков. Все супер. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать. И все, конечно, с победой за Беларусь, ребят. Увидимся в новом видео. Пока!